Ремонт обошелся крахом. Житель Уфы Радмир Рахимов сдал на ремонт свою игровую приставку в сервисный центр. Стоимость ее починки изначально составляла 900 рублей. Позже мастера потребовали дать им еще 7 тысяч под угрозой порчи техники. Консоль в итоге не починили. Подробности в материале Натальи Стафиевской. Моя дочка по ошибке засунула вот такой диск PlayStation, и он застрял. Я потом сразу начал искать сервис-центры, которые специализируются на этом. И сразу наткнулся на вот этот сайт. После звонка в сервисный центр Радмиру Рахимову назвали сумму починки 900 рублей и даже предложили бесплатную услугу курьера. Игровую приставку забрали и сказали, что привезут сразу после ремонта. В тот же день они сообщили мужчине, что при починке аппарата нашли еще 2 дефекта, устранить которые якобы стоит 7 тысяч рублей. Удивился, сказал, что в данный момент не обладает такими деньгами. Он меня успокоил, сказал, что могу накопить деньги и в любой момент забрать. И что они дают гарантию 7 лет. Ну и я сказал окей, а потом, в общем, меня щелкнул, что-то подозрительное, что-то показалось мне. И я начал гуглить и обнаружил то, что, оказывается, это мошеннический сервис-центр. Мужчина попытался вернуть игровую консоль, однако сотрудники центра ему сказали, что приставку уже отремонтировали и якобы угрожали сломать ее, если уфимец не принесет деньги. Радмир направился в офис-центр, где ему отказали в выдаче консоли. Обратившись в полицию, мужчина узнал, что случай с ним не единичный. После подачи заявления я сходил к участковому на ГФР 11. Он мне сказал, что у них больше 5 обращений, точно таких же, именно на этот сервисный центр, и что они собираются предпринимать какие-то меры. Вместе с адвокатом Радмир направился в сервисный центр во 2-й раз. Однако работники стали отрицать свою причастность к случившемуся. У вас был чек на 7900 рублей. Вы можете этот чек показать? Который уже нет, у меня его уже нет в системе. Закон был о защите прав потребителей. Это первое, поскольку при сдаче товара, должны были составить определенный документ. Уголовный кодекс тут обширная у нас статья. Можно и 160, и 158 уголовного кодекса. Но, опять же, тут в зависимости от ситуации. В случае того, если в этом товаре обнаружатся недостатки, которые не были ранее у моего доверителя, соответственно, мы будем обращаться за проведением экспертизы по данному товару, выявлению тех недостатков, которые в нем были, и, соответственно, обращаться в суд. Приставку Радмиру все-таки отдали, однако уже дома мужчина выяснил, что консоль в нерабочем состоянии. Говорят, что не найдено подключение HDMI кабеля. В принципе, с кабелем все в порядке. Не работает сама приставка. А также не работает дисковод. Когда пытаешься туда вставить диск, он просто не вставляется. Я сейчас с адвокатом напишу претензию, обращусь в органы и будем добиваться, чтобы или они отремонтировали, или же выдали другое устройство, или же деньги. В отдел полиции по Ленинскому району города Уфы мужчина обратился с заявлением о конфликтной ситуации в связи с ремонтом электроники в одной из мастерских. Сейчас по этому заявлению сотрудниками подразделения участковых уполномоченных полиции района проводится проверка для того, чтобы в дальнейшем принять процессуальное решение. Посмотреть отзывы об организации на сторонних сайтах в интернете как один из способов удостовериться в точной информации о компании, а также лучше заранее зафиксировать цену перед тем, как соглашаться на услугу. Это поможет лишний раз не учиться на своих ошибках. Наталья Стафиевская, Азамат Мухамедшин, Римзат Билалов. Новости. Уфа.